Сегодня наша страна отмечает 80-летие победы над гитлеровской Германией. Друзья, всех приветствую. Хамзи, меня зовут Артем, я нахожусь в Республике Ингушетия и приехал в город воинской славы Малгобек, где полегло 120 тысяч советских солдат. В этом видео я вам покажу этот большой, великий, светлый праздник, который празднуется в Ингушетии. Ну а перед просмотром обязательно подпишитесь на мой канал, поддержите лайком, делитесь своим мнением от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Эх, дороги, пыли да туманы, холода, тревоги, да степной бурьян. Прошло ровно 80 лет, и вы знаете, в этом месте, в этом городе, можно сказать, пересеклась история. 80 лет тому назад вот этот молодой парень, настоящий джигит, горец, мужчина, Галаев Исмаил Тайсиевич, он был лейтенантом, он отстаивал, конечно же, честь, да, своего народа, Советского Союза, и воевал против гитлеровской Германии. А буквально через дорогу, вот видите, тоже на плакате изображен мужчина ингуш Гандалоев Багаудин Баширович. Он награжден орденом мужества посмертно. К сожалению, его не стало, потому что он погиб на СВО. То есть времена идут, ничего не меняется, а у ингушей всегда были и будут герои. И это стоит подчеркнуть, чтобы потом не было, знаете, каких-то очередных недоразумений, как это случилось 23 февраля 1944 года. И в городе Малгобеке, насколько мне известно, проживает семья, у которой целых 7, по-моему, как мне сказали, сыновей находится на СВО. Все 7. И если у меня получится найти контакты этой семьи, то обязательно ее посещу. Ну, а я прямо сейчас иду в Парк Победы, здесь в городе Малгобеке, он очень красивый. Его буквально недавно привели в порядок. Вот здесь будут все значимые люди сегодня на празднике, потому что Малгобек, как я уже сказал, город воинской славы. Когда я вошел в парк, меня сразу окружила атмосфера счастья и радости. Люди сюда пришли целыми семьями, а кто-то с близкими и друзьями, как я. В любом случае, все мы собрались вместе, чтобы отпраздновать 80-летие Победы. Это было не просто событие, это был настоящий праздник единства и памяти. Правительство Ингушетии во главе с Махмудом Алимом Шариповичем Калиматовым создало невероятно теплую гостеприимную атмосферу. В парке царила дружелюбная обстановка, где каждый мог почувствовать себя частью чего-то великого. Гости и местные жители Малгобека могли посетить выставки, которые рассказывали о значительном вкладе Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. А как же вкусно пахло от военно-полевой кухни, которую можно было попробовать. Это было просто невероятно. Теперь я знаю, как пахнет победа. Но больше всего меня поразили грациозные памятники павшим солдатам. Они напоминали о мужестве и героизме тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и за наше будущее. Этот день стал не только праздником, но и моментом глубокого уважения к нашей с вами истории. С праздником 80-летия Победы поздравил глава республики, а также вручил награды ингушам, которые отличились своим мужеством и героизмом на специальной военной операции. Наградить юбилейной медалью 100 лет государственности Республики Ингушетия Галаева Руслана Малайгиреевича. Сегодня через пару часов в городе Малгобек на фасаде многоквартирного дома состоится открытие масштабного граффити «Защитник», на котором изображен ветеран, награжденный за мужество и героизм, проявленные при обороне Москвы, орденом Отечественной войны первой степени Медаров Магомед Хасултанович. Малгобек помнит. В этом месте в октябре-декабре 1942 года 337-я стрелковая дивизия остановила бронированные полчища фашистов, рвавшихся вглубь Кавказа. Им установлен вот такой здесь памятник. И написано «Вечная слава героям, павшим за Малгобек».
Друзья, вот вы знаете, я с горем напополам нашел вот это очень важное историческое место для всей нашей страны, потому что не было никаких указателей. Но, слава богу, я здесь и сейчас вам расскажу, почему это место так важно. Да потому что здесь в годы Великой Отечественной войны были самые ожесточайшие бои на всем Кавказе за черное золото, за нефть, которую можно было сразу заливать в танки и в бой, так сказать. Здесь, в этом месте, полегло, да, в боях за Малгобек 120 тысяч советских солдат Красной, нашей доблестной армии. От этой цифры аж вот мурашки пошли по коже. И в этом месте находились солдаты, бойцы, да, абсолютно разных национальностей, разного вероисповедания. И никто не делился, да. Все были вместе, все были едины и все боролись против общего врага, гитлеровской Германии, которые так хотели получить эту нефть, но не получили. После того, как они были выбиты, те немцы, которые успели сбежать, они сбежали, а большую часть все-таки мы взяли в плен, а точнее наша доблестная Красная Армия. Здесь построили вот такой мемориал, очень красивый, плиточка, все подготовили. Правда, вчера был очень сильный дождь, поэтому чуть-чуть вот размыло, а сегодня солнечно, хорошая установилась погода. И я сейчас поднимаюсь по этой лестнице к мемориалу, к братской могиле номер 2, где покоится 335 бойцов советской армии. Давайте вместе с вами поднимемся и посмотрим. И вперед уже забегая, я просто поднимался, смотрел фамилии. Там очень много армянских фамилий, азербайджанских фамилий. И вот как так получилось, что мы все забыли, что ли, про прошлое? Вот не зря говорят, если каждый из нас забудет прошлое, то это прошлое придет к нам в настоящее и напомнит, да, о себе, только вот немножечко в другом формате. Вот поэтому Бог нам послал то самое испытание, потому что мы стали забывать. Нам нельзя делиться и разделяться. Посмотрите, в этой могиле, например, покоится Нарсаян, Навасардян, Никонян. Это армяне. Вот вижу фамилию азербайджанскую, Мамедов. Здесь же вижу и чеченские фамилии. Русские, украинские, ингушские, дагестанские фамилии. Вот, например, Абдул Азизов, Алиев, Аскеров, по-моему, это тоже азербайджанские фамилии. Очень много здесь армян и азербайджанцев. А больше всего меня удивляют обиды президента Азербайджана Алиева. Я здесь нашел на табличке, на самом там вот вверху, Алиев Г. Это азербайджанец, то есть вот однофамилец. Он отказался приехать на 80-летие Победы в Москву, где когда-то сложили вот эти гитлеровские, нацистские, фашистские флаги. Именно Москва принимала парад Победы. И Москва была общей столицей для всех народов, которые жили на территории Советского Союза. И политика политикой, а жизнь жизнью, история историей. Это ведь неуважение вот к таким героям, мужчинам, которые боролись за то, чтобы мы здесь и сейчас были с вами. А еще здесь, в городе воинской славы Малгобеке, я, насколько знаю от местных жителей, есть аллея Гейдара Алиева. Вот как он мог не приехать? Ну, не захотел, например, приехать в Москву, да, по приглашению Владимира Владимировича Путина, но можно было приехать сюда, на Кавказ, в Малгобек, почему бы нет? Президента Азербайджана встретил бы глава Республики Ингушетия Махмуд Алимах Шарипович Калиматов. Ингуши гостеприимный народ, проявили бы высшую степень гостеприимства. И вот сюда можно было подняться, возложить цветы, либо венок, да, и проявить уважение к своему народу, который здесь погиб. Вот для меня непонятно, видите, что делает политика? А я не обращаю внимания на такие нюансы. То есть я всегда рад приехать буду в Азербайджан, несмотря на какие-то там недопонимания. Повторюсь, политика политика, а жизнь жизнью. И это два разных понятия. 23 февраля 1944 года, несмотря на то, что тысячи и тысячи ингушских мужчин находились на фронтах войны вместе со всем советским народом, по приказу Сталина ингушей выслали с их земель, назвав предателями. В то время большую роль в войне играли разведчики. К примеру, вот эта могила 15-летнего мальчика Вовы. Нет, все-таки не мальчика, а настоящего мужчины, который героично сражался с гитлеровцами. Также героично сражались ингуши, которых несправедливо выслали. Я хотел бы пообщаться с вами на тему ваших героев. Я узнал вот про Абдуллаха,
Цароева. К сожалению, его нет в жизни, но мы всех помним, всем благодарны, и это самое главное должно быть. Расскажите про этого разведчика. Да? А разведчики были главными на войне. Если бы не они, возможно, мы бы даже и не победили. Да. Да, разведчики были, есть и будут, наверное. Без них нам не обойтись. Ну, если говорить о Цароеве Абдуле Дадиевиче, это личность такая. Тяжело говорит о нем, легко говорит. Он был разведчиком, он был участником. Он родился в 1919 году. Его отец тоже был участником 3 войн. Дикий дивизии Саних он был, сколько я знаю. Родился он в тот день, говорят, я слышу, что день, когда он родился сын Абдулла. И было завещание отца назвать, если будет мальчик, Абдуллой. Так и назвали Абдуллой. Ну, уже повзрослевший, закончил школу, поступил в театральный институт московский. И первого курса, по-моему, на 2-м курсе его забрали в армию. Это было в 1941 году. Краснопореченский, кажется, район, Московский район города Москвы. Ну, так получилось, что он оказался во время боевых действий, военных годы в отряде Медведева. Он участие непосредственно принимал, когда и Брестской крепости. А то, что говорит, что ингуши участвовали, не участвовали, я скажу, по данным нашим историкам, 90 человек одной ингушской национальности было защитником Брестской крепости. И последним защитником Брестской крепости оказался ингуш, старший лейтенант Бархамноев Уматгиреев. Это известно. Так что достаточно, если назвать бои Малгобекского района, в сожалению. Это было последний пристанище немецких захватчиков. Оттуда марш-бросок был взят Малгобека на запад. Это тоже известно. Не пропустили. Брат у него тоже был участником военных сражений, он под Сталинградом погиб. Вот. Но есть близкий его тоже родственник, позже Цароев. Вот. Султан Асламбекович Цароев. Вот его фотография. Вот он тоже был репрессирован, находился после войны, оказался в Казахстане, в Алмате, был военным корреспондентом, журналистом ТАСС, в депутатском корпусе Казахстана. И о нем мало пишут, мало известен он, почему-то не знаю, мало говорят. Вот. Ну, Абдуле больше, Абдуле честь назван у нас кадетский корпус, вы это знаете. Я просто, пока вы рассказывали, немножечко здесь параллельно стал читать вот эту газету. И здесь написано про несколько ранений, которые получил Абдуллах. Ему удалось выжить. Вот. Получается, он героично отстаивал. Ни разу в госпитале. Вот. В последнее время я помню, вот, когда даже перед смертью, это 70-80-е годы, по вызову личного выхода Андропова, он в военном госпитале в Москве лечился, находился. Получал, да. Я сам видел ее ранение, вот шея особенно было ранение, такие шрамы были у него. Знаете, Корейш, самое главное, что он еще был благородным человеком, потому что здесь, в этой газете, Сердало, да, она называется, газета, да. Здесь вот написано, что Абдуллах отказался во время ранения, да, когда мы делали операцию, от анестезии. Это было связано с тем, что в этот момент в отряде оставалась лишь одна ампула с обезболивающим средством, которое могло понадобиться другим больным и раненым. Да, то есть это еще благородство, это уже ингушская черта. Это пишет Цезарский, кажется, это врач, об этом вспоминании своих говорится, что он отказался от последнего. Это ампула сказал, что другим это пригодится, да? Да. Самое главное, что вот я про вас говорю 6 лет, меня несколько раз обманули, что ингуши не были на фронтах войны, да. Это все вранье, ложь, клевета и грязные сплетни. Ингушей было много. Ну, начнем с того, что у вас по численности в те времена было тоже не столько, как сегодня, да. И, то есть нужно из расчета брать количество населения, сколько мужчин ушло. То есть соотношение. 10% от населения. Это много. 10%. Да. И поэтому очень много ингушей были на
фронтах войны. Были, причем храбрым, мужественно сажались. Да, и не были предателями. И вообще я по истории заметил, что многие ингуши были еще в царское время при царях в охране. Конная дивизия, да, известная, дикая дивизия. И, ну, вот как-то так получилось неприятно. Ну, как говорится, политика меняется. Насколько я знаю, дезертир не был, предателей не было. Ну, нет такого документа. Я не нашел. В природе. Да, нет такого. Мой дед был участником 3 войн дикой дивизии. Вот это недавно мне наш краевед Бертон Газик лично дело привез. 3 войн. Прожил он более 110 лет. Что его Абдулы близкие, может, даже дядя. Да, сажались, были императоры, были в охране, служили. Вообще времена принимали активное участие в защите отчизны России. Сегодня наша страна отмечает 80-летие Победы. Вот, Корейш, что бы вы могли пожелать будущим поколениям в этот светлый праздник? Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех с праздником 80-летия Победы. Ну, а подрастающее поколение, чтобы они помнили, знали, не забывали о этих событиях, происходивших в стране нашей огромной. В частности, чтобы и глушить, и более, что происходившего в боевых действиях сражения Малгобека. Чтобы они помнили, знали. Знали свою историю. Да. Это такое вот. И еще я хотел бы добавить от себя, я надеюсь, что будущее подрастающее поколение молодых парней ингушей равнялись вот на таких людей, как Абдуллах Цароев. Видите, легендарный разведчик, человек, который был без страха, упрека, благородный. Вот на таких людей нужно равняться. И тогда будет большое будущее у республики. Вам спасибо. Вот. И с праздником. Спасибо. Вам Да. тоже спасибо. Отблагодарить хочется меня. Сахов. От рода Цароевых. Бакала. Сейчас я вам покажу и расскажу о главной причине, зачем гитлеровская армия хотела захватить и оккупировать вот эти земли, на которых я нахожусь, да, и город воинской славы Малгобек. На самом деле, эта земля, она непростая. Здесь, в ее недрах, находится черное золото. И я впервые в своей жизни вижу нефтевышку, которая качает нефть здесь, в Малгобеке. И как раз-таки эта нефть славилась в те времена тем, что ее можно было сразу заливать в танки. Ее называли зеленой нефтью. Поэтому Гитлер, да, и гитлеровская армия хотела захватить эти земли. Но не получилось. Я не смог удержаться, я хочу потрогать руками черное золото. Это как такая жижа, субстанция, смотрите. Все, теперь я буду богатый. Да, я как ребенок здесь радуюсь, но потому что впервые в жизни у меня такая история, и я никогда не трогал руками нефть, что поделать. Если говорить о месторождении нефти, то вот перед вами находится скважина номер 13. Это скважина первооткрывательница Малгобекского месторождения нефти, которая впервые здесь, да, была найдена и открыта 19 сентября 1933 года. Ну а у Гитлера губа была не дура. Посмотрите, какие он хотел оккупировать земли. Но наша доблестная красная советская армия закатала ему губу и всем гитлеровским оккупантам, захватчикам дала такого пендаля, что о нем они будут еще долго помнить. Эх, дороги были до туман. После окончания Великой Отечественной войны очень много немцев попали в плен. И, как я уже рассказал, гитлеровская армия хотела захватить и оккупировать город Малгобек и в целом весь Кавказ из-за зеленой нефти. Но доблестная наша советская Красная Армия не позволила этого сделать. И вот те немцы, которые успели сбежать, они убежали, да? А те, кто не успел, их взяли в плен. И уже дальше, как только закончилась война, вот этих немецких военнопленных стали эксплуатировать. Они стали строить дома и дороги. И вот прямо сейчас я иду по брусчатке в городе Малгобеке. Посмотрите на это немецкое качество. Вот именно немецкие военнопленные строили эту дорогу, которая сохранилась по сей день. И ей не страшен
снег, не страшно вода, абсолютно ничего. Эта дорога просто какая-то бесстрашная. Вот что значит делать на совесть. А еще я хотел бы отметить, что город Малгобек очень кинематографичен. Здесь даже декорации не нужно строить, можно сразу приезжать съемочной командой и снимать какой-нибудь фильм про войну. Очень много заброшенных домов, полуразрушенных, да, и в принципе здесь вот такая атмосфера сохранилась. А еще здесь есть школа. И вот когда в нее заходишь, там вот сохранили весь тот самый советский дух того времени. Там деревянные двери, я помню, приходил к ним в гости. В общем, здесь нужно снимать точно фильмы. Кто забудет прошлое, у того не будет будущего. Ну а я в завершении этого выпуска решил еще раз пройтись по этой легендарной брусчатке, которую выложили немецкие военнопленные. Пусть эта брусчатка будет как напоминание о тех кровавых, жестоких событиях, которые происходили на ингушских землях. Но в любом случае Ингушетия, Чечня не были оккупированы, они отстояли и выбили с Кавказа гитлеровских оккупантов и захватчиков. Никто не забыт и ничто не забыто. Еще раз всех нас с праздником Великой Победы, с 80-летием. Желаю всем нам с вами мирного неба над нашими головами. Никто не забыт, ничто не забыто. Ну, а меня по-прежнему зовут Артем. Я с вами не прощаюсь. Берегите себя в эти нелегкие времена. Не забудьте поставить лайк, поделиться своим мнением у меня здесь внизу в комментариях, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Увидимся. Дороги, пыли да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. С праздником, Всего доброго, да, с праздником спасибо. всех.